национальные костюмы, то можно подумать, что это чувашская песня. Мероприятие началось с выступления мордовского коллектива «Эрзянка». В его названии скрывается суть конференции. Эрзя – основной этнос мордовского народа. Он проживает в 15 селах Чувашии. На его основе проводилось большинство исследований историками двух республик. Сегодня с коллегами, когда ехали, мы даже не заметили вот эту вот границу, когда мы выехали из Республики Мордовия и въехали в Чувашскую республику. Фактически, ее нет. Но это о чем говорит? О том, что мы единый народ, единое государство, и, конечно, говорит о том, что мы очень добрые и хорошие соседи. Хорошие соседи не только в культуре и быту. Дмитрий Егоров – кандидат исторических наук. Он провел ряд исследований об этнокультурном влиянии Чувашии на Мордву. Нужно отметить, что согласно исследованиям известных языковедов, сегодня в мордовском языке имеется порядка 20-30 чувашских слов. Это слова, касающиеся материального и духовного наследия. Так, чувашское слово «качака» – «коза» перекочевало в мордовское «катяга». Перепутать эти родственные языки легко. Мордва населяла чувашские земли задолго до самих чувашей, поэтому такое влияние взаимное. Не зная историю взаимопроникновения, взаимовлияния, не зная историю, скажем так, экстерриториально, невозможно глубоко изучить историю нашей территории. Как бы то ни было ни странно, так оно есть на самом деле. Поэтому эти связи мы сегодня расширяем и углубляем. Расширение и углубление связей продолжилось в двух направлениях. Мордва и Чуваши – этнокультурные и социальные процессы, и культура Мордвы и Чувашей в исторической ретроспективе. Такая конференция помогла не только изучить особенности народов, но и укрепить их дружбу. Анна Центовская, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика, Испарецкого района.